Сегодня в администрации города Чебоксар проходит обсуждение по поводу передачи коммунальных сетей республики в аренду. Компания Т+. И Дель Реале ведут прямую трансляцию. Время 3 минуты 10-го, поэтому предлагаю начать нашу работу. По поручению главы администрации Адреса Алексея Ильича сегодня проводится обсуждение по инициативе по вопросу заключения инвестиционного соглашения. На обсуждении присутствует представитель главы администрации, депутатов, администрации города, окружающей организации, жителей города и средств массовой информации. Предлагаю регламент сегодняшней работы. Продолжительность выступления для доклада по 15 минут. Продолжительность выступления минимум участников по теме, в личных случаях до 5 минут. Продолжительность ответов на вопросы до 3 минут. Желающие могут выступить по одному и тому же вопросу не более 2 раз. Просьба телефоны поставить на беззвучный режим, выступающих не перебивать, вопросы задавать после доклада, а также представляться по фамилии, имени и отчеству с указанием адреса, места проживания, улицы и номер дома. Согласны? Тогда слово предоставляю еще раз. Потише, пожалуйста, уважаемые коллеги. Спасибо. Слово предоставляет Иванову Максиму Ильичу, заместителю генерального директора и заместителю директора мультипловой сети. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Владимир Иванович, уважаемые коллеги, уважаемые. Я бы хотел начать свой доклад с предыстории. 30 ноября прошлого года мы получили от ПАО инициативу о заключении инвестиционного соглашения. Достаточно долго ее рассматривали. Прежде чем рассказывать непосредственно о самом инвестиционном соглашении, потому что уже ПАО рассказывать, я бы хотел сконцентрироваться на том, как сегодня обстоят дела с основным нашего города. Мы с проектом инвестиционного соглашения ознакомились, предварительно его одобрили. Это не значит, что решение о заключении инвестиционного соглашения принято по факту. В любом случае инвестиционное соглашение у нас является трехсторонним, как минимум. Это у нас концессионер, инцидент лица администрации и глава человеческой республики, власть вождения. Вот. Если говорить о системе теплоснабжения города Чебоксар, то он состоит из 48 котельных, в том числе 4 угольных котельных в заморской части города. Тепловая энергия и горячая вода для нас населения и промышленных потребителей поставляется через 686 километров тепловых сетей. Но здесь нужно учитывать, что 22 километра у нас по факту это бесколейные сети, теплообладатель не определен, но есть процедура признания юридическим выморочным, последующим это мы считаем муниципальным в течение года. Для приготовления горячей воды в целом функционирует все системы снабжения, функционирует 39 СПК, насосных станций и камер сушения совокупности. Имущественный комплекс, обеспечивающий теплом полумиллионный город, достаточно сильно изношен. 32 котельных функционируют более 25 лет, 10 котельных функционируют у нас от 10 до 25 лет, и только 6 котельных работают менее 10 лет, это достаточно много котельных, ну и в том числе 5 котельных полностью автоматизированные и работают без участия персонала. Износ котельных, расчетный износ котельных 84%. Это достаточно критично. Нужно понимать, что критично. Тепловые сети, в принципе, имеют схожие характеристики. 57% сетей у нас работают более 25 лет. 14% сетей заменили последние 10 лет. И 29% лежат более 10 лет. Износ оценивается 81%, тоже достаточно большой. И тоже расчетный. Нужно понимать, что физический износ по подземным коммуникациям считается достаточно сложным. Поэтому здесь данные у нас расчетные. Многие из вас помнят, что до 2018 года теплоснабжением города занималось у нас коммерческое предприятие ООО «Коммунальные технологии». Во многом состояние теплосетевого комплекса города связано с деятельностью этой компании, а именно с тем, что данное юридическое лицо не вкладывалось в обновление сетей и текущий ремонт их
2017 года у нас снабжение в городе занимается мультиплатить. Вот давайте посмотрим, какая у нас была динамика, в принципе, по замене тепловых сетей. Мы с вами как горожане больше видим, чем работаем на котельных. Мы просто физически видим, как у нас как будет эксплуатация. Нормативный срок эксплуатации тепловых сетей составляет 25 лет. То есть сложно посчитать, что в год мы должны менять 4% сетей в год. Это по контрольному вычислению получается 27 километров 400 метров. Так вот, коммунальные технологии в 3 последних года своей деятельности меняли в среднем всего 10,5 километров сетей в год. Вот динамика по годам на слайде вы видите, 10,5, 14, 9,6. С приходом мультипласить эта ситуация достаточно сильно изменилась. В 2019 году, первый полноценный год работы мультипласить, мы поменяли 17 километров сетей. В 2020 году, в прошлом, 23 километра сетей. В целом, в среднем получается практически в 2 раза меняем больше сетей, чем коммунальные технологии, но в целом этого недостаточно, потому что менять нужно минимум 20 сетей. Менять не получается, потому что это все-таки достаточно большие денежные вливания. Ну, связано с недостаточностью финансирования. Давайте посмотрим, мы спрогнозировали динамику старения тепловых сетей и роста аварийных ситуаций в случае, если ничего не менять, такими же темпами, как мультипласить сегодня, работает, будем мы осуществлять замену сетей. Вот. При сохранении существующих темпов за период с 21 по 35 год у нас сети устареют еще на 10 лет, то есть средний возраст сетей повысится с 27 до 37 лет. Напомню, у нас нормативный срок замены тепловых сетей 25, чтобы вы понимали. На слайде вы можете увидеть, что в 2018 году мы по городу имели 567 отключений тепла из горячей воды, связанных с авариями в сетях. В 2019 году эту цифру силами геройских усилий сотрудников мультипласить удалось снизить до 452. В 2020 году, конечно, динамика получилась немножко другая. Это связано с тем, что у нас достаточно холодно начала зима в прошлом году. В общем, аварийных ситуаций, эффектов было 655. Тем не менее, на 2021 год мы прогнозировали 139 отключений, пока, в принципе, все говорит о том, что мы можем с этим справиться. Ну и, соответственно, если ничего не менять, у нас аварийность, она все равно будет расти, несмотря ни на какие меры и геройские усилия сотрудников мультипласити. Вот, чтобы переломить эту ситуацию, в принципе, нужно достаточно много вкладывать денег в теплосетевую инфраструктуру, в тепловые сети, непосредственно в котельные топливо. Вот смотрите, на слайде представлен прогноз необходимых вложений для того, чтобы, скажем так, кардинально поменять ситуацию с системой снабжения в течение ближайших 15 лет. Только на ближайшие 3 года мы оцениваем объем необходимых вложений порядка 1,5 миллиарда рублей. Вот. В целом, для того, чтобы обновить наше муниципальное имущество, нужно в течение 15 лет вкладывать, по крайней мере, по 490 миллионов рублей в год, в среднем, да. Сейчас мы имеем возможность вкладывать порядка 190 миллионов. За счет существующих тарифных источников, за счет тех тарифов, которые у нас сегодня есть. По тарифам немножко попозже тоже расскажу. Вот, на слайде, еще раз повторюсь, это прогноз необходимых инвестиций. Это инвестиции и в сети, и в котельные. То есть полностью по все имущество муниципальное. Если вы обратите внимание на сайт, то в начале 23-24 годах вы увидите всплеск роста инвестиций. Это связано с тем, что в первую очередь необходимо вкладываться в котельные, в модернизацию котельных. Плюсом нам нужно еще построить 5 котельных в Заволжье. У нас туда приходит природный газ, помните. Соответственно, предприятие тоже необходимы деньги, и котельные нужно как-то строить. Вот. Соответственно, потом за счет полученных наличных эффектов
снижение времени топлива на котельных, можно уже перекладывать эти принципы на мышечную модель. Все это дело позволяет сделать. Еще раз уточню, в год нужно вкладывать порядка 490 миллионов рублей, а сейчас мы можем вкладывать всего 190. Ну, давайте посмотрим, как мы можем этого достигнуть и как мы можем вкладывать 490 миллионов рублей. Мы сделали такую прогнозную экономическую систему, как можно растить тарифы на тепло для мощных сетей и для того, чтобы такие объемы инвестиций можно было вкладывать за счет тарифов. Вот в левой части слайда вы видите сравнение текущих тарифов последних плюс. Воды попейте. Сейчас тариф мощных сетей составляет 1809 рублей с НДС, а тариф по АТП 1601 без копеек. В целом разница составляет 12,5%, чтобы было понимание, для обычной квартиры, вот этот отопительный сезон, эта разница составляла 6 рублей 30 копеек с квадратного метра в месяц. Обычная двушка, 46 квадратов, у нас разница получается порядка 290 рублей в месяц. Люди в северо-западном платят больше за тепло, чем люди в Нижнем районе. Ну, есть такая. Если мы будем растить тариф внутри 20 на уровне предельного индекса, который нам позволяет правительство Российской Федерации, а это 5,2% лет, и при этом у нас пауза только будет сохранить существующий темп роста тарифа, который у них есть, 3-4% лет, то через буквально 7 лет у нас разница между тарифами в северо-западном и Нижнем районе составит 24,6%. И разница в той же двушке уже будет не 290 рублей, а 700. Нужно понимать. И вот поэтому, в принципе, мы поняли, что рост тарифов в контуре МУК платить это не самый лучший выход из сложившейся ситуации. Да, мы все понимаем, что нужно сегодня обновлять тепловую инфраструктуру, но за счет тарифов это сделать, скажем, будет неприятно. Вот. Соответственно, у нас есть другой путь, даже два, как вкладывать деньги в тепловую инфраструктуру. Первый путь самый, наверное, понятный и самый для всех граждан приятный, это бюджетное вложение, потому что тариф не растет, за счет бюджета можно вкладывать. Но здесь тоже нужно оценивать все последствия. И здесь вот есть такая штука, как принцип адресных субсидий. Если мы с вами выделяем деньги из городского бюджета на замену сетей теплоснабжения, по факту мы субсидируем из бюджета затраты граждан на теплоснабжение, чтобы было понимание. У нас на федеральном уровне декларируется принцип адресных субсидий, то есть субсидии должны получать те люди, которые в этом нуждаются. Мы с вами все понимаем, что в нашем городе есть люди, которые могут платить за тепло повышенным тарифом. А есть люди, которые не могут. Ну, возможно, детали работают. Я прошу прощения, пожалуйста, послушаем, потом все вопросы зададим. Не перебивайте, пожалуйста. Поэтому выделение денег из бюджета – это такая история нарушения принципа адресных субсидий. И здесь нужно понимать, что 491 миллион рублей в год, которые требуются для вложения в тепловую инфраструктуру, за 2 года это одна новая школа. Или 5 новых сайтов. Или обновленная Красная площадь, которая в этом году должна полностью реализовать красной. Здесь нужно понимать, что бюджет это всегда компромисс. Здесь нужно понимать, что если мы вкладываем деньги в бюджет в обновление тепловой инфраструктуры, мы
Поэтому, в принципе, как приоритетный мы рассматриваем третий вариант. Он сегодня позволяет нам, закон позволяет такие варианты использовать, варианты государственно-частного партнерства. Судим мы с вами часто. Есть федеральный закон 115 о конституционных соглашениях, который позволяет привлекать частные инвестиции в обновление муниципального и государственного имущества. В принципе, у этого пути есть свои минусы, есть свои недостатки. Мы это четко осознаем. Но и плюсы тоже есть. Плюсы в том числе в том, что мы вкладываем деньги не за счет тарифа в текущей ситуации, не за счет бюджета. И, собственно говоря, минусов бюджетных положений в этом нет. Но есть минус в том, что нужно будет акционеров прям жестко контролировать, чтобы не получилась такая ситуация, как у нас была с коммунальными технологиями. Понятно, что с коммунальными технологиями мы попали в неприятную ситуацию просто потому, что на момент заключения договора не было свойственного федерального законодательства, которое регулировало такие договоры. Вот это был простой договор о действии. Без каких бы то ни было там существенных условий. Сейчас мы рассматриваем вопрос о заключении конституционного соглашения. Есть отдельный федеральный закон, есть куча подзаконных актов, которые регламентируют это. В принципе, процедура достаточно понятна и с точки зрения расторжения тоже. Я думаю, по системе контроля и штрафов я, так сказать, нам отдельно в рамках вопросов, я думаю, что вопросы в любом случае будут. А сейчас предлагаю слово передать коллеге Павлу Петровичу, чтобы он рассказал непосредственно об инициативе заключения конституционного соглашения, тех условиях, которые мы предлагаем. Всем спасибо за внимание, вы ответите на наш вопрос. Я хотел бы, чтобы вы предварительно озвучили вопросы по переходу миллионов по тарифам. Вы показали по тарифу не будем, какая разница будет между оплатой между фиксными контуром плюс и контура сети. Поэтому предварительно я хотел, чтобы вы это показали. Возможно? Да, конечно. В прошлом году мы совместно с коллегами из Павла рассматривали вопрос о возможности перехода города Чебоксары в единое ценовое зону теплоснабжения. Чтобы было просто понятнее, что это такое, по факту есть несколько способов регулирования тарифов в сфере тепла. Один из них – это метод альтернативной котельной, это упрощенное название. Чтобы понять, что это такое, это вот мы вместо старой котельной, которая у нас сейчас работает, берем новую, берем на это кредит со всеми процентами, со всей историей, вот стоимость строительства равно на 10 лет, с учетом процентов по кредитам, это получается тариф альтернативной котельной. То есть там все затраты, которые нужны для эксплуатации котельной по тем коэффициентам КПД, которые у них. Вот. Это тариф альтернативной котельной, это такой, скажем, модельный тариф, сверх которого тариф, в принципе, по теплу расти не должен. Мы понимаем, если мы можем за такой тариф построить новую котельную, то почему у нас тариф может, допустим, выше там, на сколько-то процентов? Да? Вот у нас по городу уже такая сложилась ситуация. И почему мы, в общем-то, вот эту историю с тарифами рассматривали и не приняли вот эту стратегию повышения тарифов в мультиплатить, потому что у нас сейчас у мультиплатить тариф в принципе идентичен тарифу альтернативной котельной. То есть, в принципе, тот тариф, который у нас есть сегодня, вот это 1709 рублей, он должен позволять построить новые котельные. У метода альтернативной котельной есть один только минус. Он не учитывает протяженность сетей, подключенных котелей, когда мы формируем тариф. И получается, что чем протяженнее сети, тем менее правдивый этот тариф. Вот, но в целом тариф альтернативным котельным для города Чебоксары на природном газе, он даже чуть-чуть ниже, чем текущий тариф теплосети. Поэтому расти тариф дальше, он для теплосети, это такая не очень понятная мысль для нас, по крайней мере. Вот. И, собственно говоря, поэтому было принято решение, и правительство Российской Федерации 26 декабря своим распоряжением его утвердило об отнесении города Чебоксары к ценовой зоне теплоснабжения. Что это значит? Это значит, что вместо того, чтобы как направо направить
она будет со временем сокращаться. За счет чего? За счет того, что в том или ином теплосеть тариф будет расти более медленными темпами, а если прямо говорить в этом году и в следующем году тариф в том или ином теплосети расти не будет вообще, вот он останется на том уровне, который сейчас. Но это расчетная прогноза, а эти все значения все равно будут у нас утверждать, что глава республики, это, я думаю, ближе к июню, когда переходный период, соответственно, находится. Вот, и, соответственно, через 14 лет у нас по городу у всех жителей будет одинаковый тариф на тепловую энергию, и он будет равен тарифу на альтернативный тариф. Вот, в принципе, в этом подходе есть, соблюдаются принципы социальной справедливости, то есть у нас не будет расслоения по городу по тарифу. И эта модель перехода на ценовую зону позволяет нам достаточно безболезненно, без существенного роста тарифов, получать дополнительные средства для реализации инвестиционных проектов. В общем, если ответил, то... Спасибо. Ну, я предлагаю выслушать генерального директора Плюс. Вопросы задать можно? Вопросы для того, чтобы сейчас... Хочу каким образом? Для того, чтобы выслушать еще доклад Т+, а потом будем задавать вопросы на том основании, что мы с вами выслушали. Может, некоторые вопросы, которые у вас на сегодняшний день уже возникли, будут уже в процессе доклада отвечены. Поэтому я предлагаю сейчас выслушать, а потом вопросы будем задавать. Обязательно, конечно, без обсуждения не будет. Предлагаю таким образом. Нет, мы не согласны. Да, пускай сразу по горячему ответить, все. Да, Вопросы? Да, давайте, задавайте. Давайте. Можно, да? Да, конечно. Скажите, пожалуйста. Да, фамилия и отчество. Шакеев Юрий Алексеевич. Адрес житель общества Абхазии. Ну, более судеб, конечно, меня никто не заставил, мне чуть проще. Так, вопрос. Масло, пустите, пожалуйста. Для того, чтобы вопрос задать. Спасибо. Смотрите, вопрос. В свое время, я не знаю, на какой стадии этот проект по Чебоксарскому водоканалу, они умудрились получить какие-то или получат инвестиции в количестве 3 миллиардов рублей в программе «Чистый». Это к слову, что нет возможности регулировать тариф за счет инвестиций. И все надо повесить опять на живую нефть в виде человеческого фактора, в виде граждан, которые будут оплачивать. Какие действия предпринимали МУП «Теплосеть» в части поиска инвесторов? Это первый вопрос. Второй вопрос. С 2015 года никак не могу получить ответ, что входит в цену калорий. Что в этом тарифе сидеть? Как идет перераспределение? Что в этой сумме 1809 рублей? Правильно назвал. Вот. Все. 93 копейки. Давайте положим. Первый вопрос. Я вас не знаю дальше. Мультипласеть не занимается поиском инвесторов. Мультипласеть занимается текущей эксплуатацией электрических снабжений. Наша основная и первая задача – поставлять жителям нашего города качественное тепло и горячую воду. А по поиску инвесторов далее. У нас есть федеральные программы, по которым может меняться успеваемость инфраструктуры. Единственное, почему мы в этих программах не участвуем, причина в том, что у нас население города составляет более 300 тысяч человек. А все федеральные программы рассчитаны на малые города. И, собственно говоря, федеральных программ по населенным пунктам нашего размера пока нет. Региональных программ, соответственно, тоже. В местном бюджете таких денег нет. Поэтому... Можете объединиться? Мы возьмем эту программу? Нет, наоборот. Чем меньше. Меньше 500 надо, а у нас больше. Чуть-чуть больше, но уже не много. Мы эту тему с федерацией обсуждали, в принципе, ну, не получилось. Хотели, не получилось. Второй вопрос. По 1809 рублей. Вы же у нас, насколько я помню, юрист, собственно говоря, не ставим. Есть такой документ, основа ценообразования спецснабжения. Там, в принципе, все написано. Какие затраты входят
технические ресурсы, инвестиционные затраты и так далее. По контролю, это все можно посчитать и, в принципе, можно. А непосредственно отчетность по тарифу можно посмотреть непосредственно на сайте Муниципалитета, мы ее размещаем ежеквартально, какую-то часть ежегодно, более полную. И, в принципе, на сайте регулятора, на сайте РТ тоже ее можно, если вам это интересно. Надеюсь, Пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста, Сергей Иванович. Муравьев Сергей Иванович, депутат Чебоксара. Скажите, пожалуйста, вы остановились на том, что да, тариф у вас выше на 200 рублей, граждане обращаются, да, с жалобами, то, что расчет, чтобы им сделали, и спрашивают, почему такой высокий тариф по сравнению с 5 рублей. Продолжение темы. Подскажите, пожалуйста, какой вам нужен тариф, чтобы вы остались на плаву, чтобы конституционное соглашение какого не было, какой вам нужен тариф? Наверное, Да, как? Да. ну, смотрите, тоже две части вопроса. Да. Первая часть, почему у нас тариф выше, чем Паута Плюс. У нас Паута Плюс владеет ТЭС. ТЭС – это большая кондиционная установка. Они за счет энергии сгорания природного газа генерируют электричество и тепловую энергию как по факту побочный продукт. Собственно говоря, тепловая энергия, у них это не единственный источник выручки. Собственно говоря, поэтому у них и себестоимость генерации ниже, практически на 45%. Это основная причина, по большому счету. Что касается первой части вопроса, Какой вам нужен тариф, да, чтобы остаться на плаву? вот, мы эту модель тоже рассматривали и даже думали идти через указ Государственной Республики. В принципе, сейчас тот тариф, который есть, 1809 рублей, если разово его поднять на 15%, в дальнейшем расти в пределах индекса, как у вас хранит ресурсоснабжающих предприятий, это будет нормально. Но этот тариф получится порядка 2000 рублей, и можно просто неподъемно, даже для нас, как для жителей города Чебоксара. Но тогда остается одно, да? Вы согласны с тем, чтобы заключить конституционное соглашение? Да, мы предварительно благодарны. Спасибо. Пожалуйста, уважаемые. Еще пожалуйста. Гребенкин Максим Николаевич, депутат города Чебоксара. Вот смотрю сейчас приложение номер 4 к конституционному соглашению. Описание объекта соглашения. Пункт 1. Количество потребителям отпускаемой тепловой энергии 1000 гигакалорий 2014. Пункт номер 2. Потери в муниципальных сетях 1000 гигакалорий 461. То есть это почти 25% теплопотерь. 22,9. Нет ли здесь ошибки и с чем связаны такие высокие цифры потерь? То есть это же прямая возможность к уменьшению роста тарифа. Спасибо. Вопрос абсолютно правильный, и на самом деле одна из причин неэффективности МУПа, является в том, что у нас большие потери инвестиций. 22,9% это достаточно много. У нас норматив для нас установлен порядка 18%. То есть мы сверхнормативные потери несем, и это прямой финансовый убыток, который получает предприятие. А почему мы его несем? Потому что у нас сети теряют. Без замены сетей избавиться от этих потерь практически нереально. Есть, мы знаем об этом, доля, конечно, нас обманывают потребители. Не нужно это скрывать. Управляющие компании, промышленные потребители, мы об этом знаем, они нас обманывают. Мы пытаемся эту ситуацию контролировать, насколько позволяет закон. И основная причина все-таки это потери в сетях. Это авария. Любая авария случилась, у нас тонны воды просто выливаются на старый. Это просто незаметные ипотечные сделки. По чуть-чуть капают в течение лет. В принципе, поэтому закладываются такие фактические реальные потери. И они не все закладываются в тариф, они закладываются только в части норматива. А то, что сверхнормативно, это наш чуть-чуть. Пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста. Депутат Богданов Юрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, сколько отремонтировано данных сетей за предыдущий год?
23 километра. За 2 суток. За 19 год отремонтировано 17 километров, за 20 год 23 километров. Докладывайте, что Переключи, пожалуйста, на заметку 17.01 в 19 году и 23-28. стоило, стоило. В совокупности, я думаю, сейчас, просто на память скажу, это порядка 96 миллионов. За 2 года. За год. Мы даже не пробовали. Пожалуйста, еще вопросы. Юрий Михайлович, пожалуйста. Вам. Можно подойти к микрофону? Извиняюсь, ну вот мы не услышали, что вы, какие производственные базы есть. За счет чего вы будете делать такие огромные? Я знаю, что мы в свое время, я директор велосипед был почти 25 лет, мы ремонтировали по 50 километров. Какие там 27, как вы говорите, 50 километров. Мы имели мощный цех, и этот объем мы выполняли хозспособом, и то есть трудно было зимой людей обеспечить, мы их держали. И вот мне кажется, вот это первое, каким способом будете это все делать. Хотелось бы узнать, у вас есть подрядные организации, базы какие есть. И второй вопрос, все-таки нельзя сравнивать тариф от энергосистемы и тарифа котельных. Что такое тариф системы? Это отработанный пар. Вырабатывается больше электроэнергии, надо туда пар сбрасывать. Это так? Поэтому, как вы говорите, вот заморозим повышение тарифа котельных, а там будем увеличивать. Это тоже, кажется, не совсем не так. Тут надо другое подумать. Вот. А так вот, я смотрю вот на все это дело, вот коммунальные технологии, конечно, для меня это обидно было, что потеряли производственную базу. Станочный пар, который там был, мы создавали его весь порезан на металлолом, не сдам куда-то. Из этого тоже нельзя эксплуатировать. Вот. В каждом районе как-то были токарные станки, маленький ремонт выполняли на местах. Вот не хотел услышать, что вы планируете сделать и каким способом. Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле вопрос, первый вопрос это не совсем ко мне, это коллегам из Павла Курс, я там не работаю и работать не буду никогда. Вот. А вдруг? А что? Это просто, чтобы было, понимаешь, немножко разные компоненты. Да? Что касается непосредственно производственной базы мультипосети, я думаю, вы более-менее в курсе, так как коллеги есть и мы общаемся так или иначе. Вот. Чтобы было понимание, да, по выполнению работы, вот эти 23 километра сетей, которые мы меняли в прошлом году, это хозспособ, да, подрядчик не привлекаем. В принципе, у нас с коллегами спала такие разговоры по теме материально-технической базы и, в принципе, обеспечение выполнения работы хозспособом, мы с ним общались, это Сергей Анатольевич подробно ответит, но в целом сохранение темпов ремонта по способам нашим потенциальным концессионерам гарантируется. Ну и фильм-модель составлена таким образом, что привлечение подрядчика просто, наверное, не выполнит такие объемы, которые себе приписывают в планах. Вот. Это по первой части вопроса. Что касается второй части вопроса, да, альтернативная котельная, наверное, не самый идеальный способ решить задачу. Но мы в этой ситуации жестко ограничены рамками федерального законодательства, оно нам предлагает всего два варианта. Либо регулироваться так, как есть, либо регулироваться квалификативно. Других вариантов нам не дает возможность сегодня законодатель что-то делать. Поэтому, в принципе, здесь мы ограничены и из двух зол, наверное, выбираем лучше. Надеюсь. Я чуть-чуть добавлю. Значит, действительно, на сегодняшний день идеальным вариантом было бы, конечно же, финансирование из бюджета всех ремонтных работ, которые сегодня необходимо провести по тепловым сетям. Я имею в виду по теплосети в общем. Это и котельные, и тепловые сети, и все остальные
имеет ТП, это насосные станции, для того, чтобы действительно все привести в соответствие. К сожалению, на сегодняшний день бюджет не имеет, город Чебоксары не имеет возможности данную работу провести. Было сказано, что по поиску по федеральных денежных средств, и было сказано, что все федеральные программы на сегодняшний день для малых городов, то есть меньше 500 тысяч человек. У нас 508 человек тысяч населения в городе Чебоксары, поэтому мы пока не попадаем. Но все пистолеты нам нужно принимать какие-либо меры. Понятно, что бюджет на сегодняшний день не имеет такой возможности, и мы ищем направление, пути для того, чтобы выйти из этой ситуации. Чтобы действительно через 14 лет у нас старение тепловых сетей с 27% не повысилось до 37%. Мы к этому движемся. Поэтому, в принципе, конечно, я хотел, чтобы Т+ сначала выступил, но, в принципе, вот такая ситуация. Я слово предоставить хочу депутату Госсовета Чувашской Республики Степану, пожалуйста. Степанов, Константин Владимирович, это фракция ЛДПР. Мне очень понравилась оговорка Владимира Ивановича по поводу того, что мы не можем зайти в некоторые программы, потому что у нас больше 508 тысяч населения в городе Чебоксары. Если все продолжит такими темпами и уровень населения у нас так пойдет, я думаю, скоро мы сможем такие программы. Здесь прозвучала классная фраза, мне очень понравилась, бюджет это компромисс. Скажите, пожалуйста, как считается, на протяжении последних 2 десятилетий условия такого компромисса рассматривали сами граждане? Это граждане решали, что денег вкладывались в сети не нужно. Вопрос о том, кто виноват в этой ситуации такой изношенности. И по поводу бюджета опять. Я с 2017 года в Госсовете посещаю каждый бюджет, каждый публичный случай. И ни разу не видел представителя мэрии, либо чиновника какого-то от мэрии там другого, либо от коммунальных наших активных сетей, чтобы пришли и сказали: уважаемые депутаты Госсовета, после поправки в бюджет есть безотлагательные поправки. Вот такие вопросы. Ну, это первый вопрос. Кто это вопрос? Здесь по первому вопросу мои комментарии сугубо личное мнение. Я не представитель города местного самоуправления, у нас законодательство федерального местного самоуправления является управлением муниципальным образованием самих граждан через представительство своих депутатов. Бюджет муниципального образования утверждается муниципальными депутатами. В общем-то, идеология представительства – это основа демократии. Собственно говоря, нам, как гражданам, никто не мешал принимать эти решения через своих представителей. Здесь какая ситуация, никто этого не мешает. Что касается непосредственно Госсовета. У нас в основном, ну и как правило, все бюджетные деньги вкладываются через государственные и муниципальные программы. Все. 100%. Ну, там не считая отдельных фондов. Государственные программы пишут органы государственной власти. Муниципальные программы пишут органы местных программ. Вот у нас нет вашей государственной программы по ремонту коммунальных инфраструктур. Ни котельных, ни сетей. Своя в 17-18 годах, я помню, решение тоже принимал, мы принимали решение по отдельным объектам, по проблемным объектам, по строительству, допустим, котельных города Шуя, который в этом году достроили назад. Но эти решения принимаются в 18-17 годах. Вот. Такие инвестиционные решения принимались, но принимались исключительно исходя из тоже возможности регионального бюджета. Нужно понимать, что у нас региональный бюджет тоже как и город Чебоксары. Собственно говоря, и вот, я понимаю, что, наверное, государственные программы такие быть должны, но их пока нет. Да, я вот об этом говорю, что если система снизу доверху, вот если использовать государственную думу для наших сенаторов, работала правильно, деньги можно найти и такие программы грубо сказать. Вы говорите, что тариф в случае, если мы оставляем теплосеть, станет неподъемным, теперь если для самого населения. Давайте подумаем, станет ли для этого система отопления, то есть, кстати, она работает. И
не считаете ли вы, что это будет справедливо? Я задаю вопрос, не считаете ли вы, что это будет справедливо? За то, что сделала последние 2,5 десятков лет, она получит социальную напряженность и будет решать вот свои вот эти вот проблемы. Ну, я думаю, вопрос оценки власти Максим Ильич не даст. Поэтому, значит, по поиску, нет, по регламенту было сказано, что не выступление, а вопрос. Ну, если он сможет ответить, конечно, ответит. Но у нас на сегодняшний день обсуждение не по поиску виновных, что на сегодняшний день случилось с сетевыми сетями, а вопрос обсуждения перехода в концессию. Поэтому давайте будем вопросы решать и задавать без дураков, а не по политическим моментам. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Нет, вы не оставите мне ответить. Если кто-то где-то виновен, этим должны заниматься кто-то еще. Которые занимаются этим вопросом на сегодняшний день. Молодец. Пожалуйста, вопрос. Иван Владимирович, вопрос следующий. После потенциального, да, если это состоится, подписания концессионного соглашения, какие риски несет в себе мультипласеть с точки зрения трудоустройства людей, сохранения действующих баз каких-то, да, и прочих зданий, сооружений и так далее. Спасибо. Ну, на самом деле вопрос достаточно своевременный и актуальный. У нас, если будет принято решение согласовать коллегами и согласовать подписание концессионного соглашения, с 1 мая предполагается передача объектов в пользование концессионерам. Собственно говоря, что касается людей, работающих на нашем предприятии, спросить порядка 1000 человек, чтобы было понимание. Из них 920 человек, да, 910 человек, 100% устраиваются в компании концессионера. Эти вопросы мы тоже параллельно обсуждаем. Без снижения заработной платы, на тех условиях, на которых работают, они переходят в новые компании. В принципе, продолжают заниматься тем, чем занимались последние десятилетия. А многие люди работают в системе техноснабжения, реально десятилетиями и семьями. Довольно династии. Что касается производственных баз, мы, как правило, производственные базы концессионеры не отдаем, потому что эти объекты, складные ангары, гаражи и так далее, не имеют отношения к производству и передаче технологий. Они не являются объектом концессионного соглашения, они остаются в муниципальной собственности. Я думаю, наш городской комитет по управлению имуществом найдет, как правильно это назначение. Так, если можно второй вопрос сразу. Что будет с финансовыми обязательствами мультипласеть, да, если у меня дал и кредиты, лизинги, да, просрочки и так далее. И второй вопрос. Если вот это имущество, которое вы говорите, оно не передается, это же приведет так или иначе, это приведет к тому, что оно разрушится и приведет в отвратительное состояние. То есть что делать с этим? Если он, вы говорите, его куда-то передадут, а если его никто не захочет брать, если оно никому не нужно, к примеру, кроме самих мультипласетей, что делать с этим? Спасибо. Ну, давайте отвечать, да, никому не нужно. У нас остаются, чтобы было понимание, по месту расположения этих объектов. Объекты все достаточно ликвидны. Допустим, здание проспект Ленина 1А, центр города. Или здание рядом с рынком Шубашкар, Шубнилов 25. Абсолютно ликвидный объект. Они стоять точно не будут. В принципе, при ней никаких проблем не можно составлять. У нас такие ряд объектов, они, в принципе, все расположены в городе, в нормальных комфортных местах. С этим По первой части вопроса по финансовым обязательствам. По финансовым обязательствам. Мы с коллегами достаточно долго общались, и вот эта дата 1 мая, она появилась по факту не случайно. Да. Потому что относительно где-то 1 мая у нас закончится отопительный сезон. Мы это поняли там 26 апреля по 3 мая входит в режим, наверное, в этом году это произойдет. Собственно говоря, те
санкции предоставят кому эти процессы все-таки состоится? Какие параметры будут прописаны в этой концепции и какие санкции будут концессионерам за неисполнение? Ну, в общем, вопрос абсолютно понятный. У нас в соответствии с законодательством 115 федерального закона четко регламентирует, какие гарантии предоставляют концессионеры, это безвозмездная банковская гарантия на весь срок действия концессионного соглашения по объеме инвестиций, которые необходимо вложить. Если концессионер у нас будет плохо исполнять обязанности, мы, в принципе, всегда имеем право эту банковскую гарантию наличить и получить ее. Но это не цель, да, это средство понуждения. Нужны деньги бюджета на нормальную инфраструктуру обновления. Вот. Что касается штрафов, да, сначала, которые отдельно поговорим. Вот. У нас есть две категории штрафов. Они предусмотрены проектом концессионного соглашения. Достаточно долго с кабинетом министров, в том числе согласовывают эти формулировки с микроинфраструктурой, заслугу тарифы, с Минэкономом. Первая категория штрафов – это нарушение сроков создания, реконструкции или ремонта объекта. Да, это стандартная формулировка, в четвертом законе сейчас. То есть штраф налагается в размере 1/300 ставки Центробанка России за каждый день просрочки исполнения обязательств. Ну, по факту это 4,5% годовых. Если у нас, грубо говоря, концессионер на 100 миллионов не выполнит работу в этом году, мы ему 4,5 миллиона штраф делим. Его новый бюджет заплатит. Но выплата штрафа в силу закона, в силу проекта конституционного соглашения не освобождает концессионера от обязанности выполнить работу на то. То есть он штраф заплатит, и обязанность все равно у него останется по выполнению работы. И вот если после штрафа он работу не выполняет, мы уже идем по пути расторжения конституционного соглашения или в судебном порядке, либо обозначенном банковскую гарантию, но в любом случае это расторжение конституционного соглашения. Следующая категория штрафов, она интересна больше нам, как в будущем пользователю, через 25 лет это преимущество, да? Это недостижение одного или нескольких показателей эффективности и надежности деятельности концессионера. Это у нас либо количество аварий возрастет, да? У нас в конституционном соглашении, в четвертом положении, в конце есть прям таблички большие. По годам прописано, сколько должно быть аварий. Ну, то есть не больше скольки должно быть аварий. Да? Если у нас в этом году мы планируем, что будет 539 аварий, а коллеги в 2045 году предлагают, что будет не больше 211. То есть аварийность они предлагают не больше 2 раза, по своим данным. Так вот, эти показатели годовые. За недостижение одного или нескольких этих показателей, там не только аварийность, расход дизельного газа, там, уровень потерь сетях, которые добавить. За это штраф 100 тысяч рублей, но обязанность выполнить показатель, она все равно остается. И в следующем году мы с концессионером все равно просим. Уважаемые коллеги, я предлагаю еще один вопрос задать и послушать Т+. Наверняка будет еще вопросы. Пожалуйста, Светлана Ивановна просила чуть. Давайте мы уступим возможность задать вопрос. А вы потом чуть позже зададите. Банковская гарантия 100%. То есть по всему контракту 100%. Да. Ежегодно предоставляется. По закону не больше 30%, насколько я знаю, согласно закону. Почитайте закон. Владимир Иванович, Пожалуйста, Светлана Ивановна, вопрос задайте. депутат городского собрания Вяземский Светлана Ивановна, фракция пенсионеров социальной справедливости. У меня больше к вам вопрос. Вот поскольку сегодня конституционное соглашение прописано, указаны сроки, инвестиции, меня интересует вопрос. Не получилось все это как дубль 2 коммунальной технологии. Кто конкретно, какой орган будет следить за исполнением конституционного соглашения? Какие будут прописаны регламенты отчета? Вот меня больше интересует этот вопрос, потому что без контроля это повторение пройденного. Какой орган будет заниматься этим? Хорошо, значит, отвечу на этот вопрос. У нас на сегодняшний день 3 варианта, которые мы предлагаем. Первый вариант – это сохранение мультипловой сети для того, чтобы действительно проконтролировать полностью все инвестиционные программы, которые должны быть.
передачу в муниципальный контроль. Значит, до конца этот вопрос пока на сегодняшний день еще не решен, но вот сегодня, прям буквально в конце дня, будет совещание, мы эти все варианты обсудим еще раз у себя в администрации, и, конечно, что это все будет представлено на всеобщее обозрение, для того, чтобы люди понимали, что в любом случае контроль будет жесткий, для того, чтобы были выполнены все мероприятия, которые прописаны в Конституционном соглашении. Спасибо. Тогда, уважаемые коллеги, давайте слово передадим Ушакову Сергею Анатольевичу, директору Т+. Максим Ильич, я прошу остаться здесь, за этим столом. Я думаю, что еще вопросы будут уже Т+. Пожалуйста. Да, добрый день, Владимир Иванович, добрый день, уважаемые горожане. Очень приятно, что сегодняшний вопрос собрал столько заинтересованных и не безразличных к судьбе тепловых сетей города и горожан. Вкратце представлюсь еще раз. Ушаков Сергей Анатольевич, директор филиала Мария Чуваша, компания Т+. Компания Т+, у нас одна из крупнейших генерирующих компаний, работающая в сфере тепло- и электроэнергетики, представлена в 16 регионах Российской Федерации и осуществляет свою деятельность по производству тепловой и электрической энергии, а также ее транспорта, транспортировки и продажи потребителям. На территории Чувашской Республики мы представлены в двух городах, это Новочебоксарск и Чебоксары. В обоих городах имеем по крупнейшему источнику тепловой энергии. Чебоксарск это Чебоксарская ТЭЦ-2 и магистральные сети протяженностью чуть более 6 километров. И стоит отметить, что Чебоксарская ТЭЦ-2 является одним из крупнейших источников тепловой энергии и снабжает более половины города своей тепловой энергией. И если сравнивать там, по суммарному отпуску годовому тепла. Соответственно, учитывая наш опыт работы в других регионах, учитывая специфику нашей работы, мы оценили возможности и перспективы работы здесь с тепловыми сетями, не только с теми, которые имеем, но и в целом с муниципальными тепловыми сетями, и приняли решение 30 ноября 2021 года по столу выйти с инициативной заявкой о заключении концессионного соглашения на объект теплосетевого имущества, находящего в собственности администрации города Чебоксары. Суть концессионного соглашения в целом подразумевает проведение реконструкции всего объема всего теплосетевого комплекса. Срок действия концессионного соглашения у нас прописан в заявке 25 лет. При этом хочу отметить, можно до следующего. Хочу отметить, что первые 4 года мы готовы, даже не так, наверное, скажу, то есть первые 4 года мы видим необходимость в осуществлении опережающего финансирования и вложения в теплосетевое имущество, которое на сегодняшний день находится в собственности администрации города, в объеме чуть более 2 миллиардов рублей. При этом готовы 1 миллиард рублей вложить в собственных инвестиций, так как понимаем, что это те мероприятия первоочередные, которые нужно выполнить для выстраивания, наверное, или улучшения ситуации, которая на сегодняшний день сложилась с источниками тепловой энергии, с центральными тепловыми пунктами и с тепловыми сетями. В целом, на период действия концессионного соглашения инвестиционные объемы составляют порядка 10 миллиардов рублей. Ну, не порядка, там, в принципе, приложение концессионного соглашения номер 4.11, вы можете все ознакомиться, посмотреть. То есть это инвестиции 10 миллиардов рублей, плюс источник финансирования ремонта это 5,7 миллиардов рублей. И в целом за 25 лет мы предлагаем вложить в теплосетевое имущество порядка 15,8 миллиардов рублей. То
Соответственно, все эти мероприятия, они в приложении номер 4 к конституционному соглашению указаны, расписаны, но при этом мы будем ежегодно их детализировать до конкретных этапов, участков сетей, конкретных котельных, и при этом утверждаться все это будет в схеме теплоснабжения. Вы, как жители города, всегда можете присутствовать на публичных слушаниях по утверждению схемы теплоснабжения, принимать активное участие, делать акценты на те или иные моменты, возможно, которые мы не увидим или не оценим в рамках эксплуатации данного типа сетевого имущества. Но еще раз отмечу, что именно первые годы это те объекты будут взяты в проработку и модернизацию и реконструкцию, которые нуждаются в первоочередных вливаниях денежных инвестиций. Ну, вот здесь вкратце выдержка из конституционного соглашения, в принципе, представлена на этом слайде. Вы можете с ней ознакомиться. То есть я об этом уже и сказал. Мероприятие по модернизации котельных, мероприятие по модернизации что нам позволит достичь выполнения данных мероприятий. В целом, исполнение всех мероприятий мы достигаем тех технических показателей, которые на сегодняшний день указаны в конституционном соглашении. То есть порядка 47%, ну фактически половину мы снижаем аварийность на конец периода, мы снижаем потери и доводим их до нормативного состояния и снижаем степень износа, процент износа тепловой сети. В целом, как уже обсуждалось, и Максим Вениаминович, наверное, более исчерпывающе уже дал информацию по поводу роста тарифов, да, то есть здесь, наверное, вкратце покажу такой слайд, то есть если сравнивать изменения размера квадратных при коммунальных услуги в среднем по городу Чебоксары, то есть опять же двухкомнатная квартира, да, то есть Максим сравнивал, как будет расти с точки зрения, если остаться как есть и двигаться, там, растить тариф на котельный пункт теплосеть, а мы говорим о том, что сейчас, если мы если случится подписание конституционного соглашения и утверждение тарифов в рамках ценовой зоны, тех, которые именно ценовые последствия, которые уже посчитаны, ну, которые сейчас считают, что это ответственным будет утверждаться угловой республики, то мы говорим о том, что в целом разница, если брать платежку за двухкомнатную квартиру, то это будет разница в районе 150 рублей, то есть не более 4% того индекса оплаты граждан, который на сегодняшний день утвержден, в том числе и для республики. И еще раз оговорюсь и уточню, что по северо-западному району, юго-западному району, прошу прощения, там, где потребитель получает тепло от котельных и получения ему теплосеть, тариф в ближайшие 2 года не будет. Далее он будет расти ровно с индексом платы, не выше. В целом у меня по докладу все, готов ответить на вопросы. Пожалуйста, вопрос. Микрофон включи. Председатель профсоюза «Мы теплосеть» Красов Борис Федорович. Поскольку планируется переход работников по ОСП, как это будет происходить? Прием на работу в порядке увольнения по собственному желанию или в порядке перевода? Ну, мы сейчас обсуждаем, давайте начнем с того, что если решение будет принято, то мы готовы в порядке перевода. То есть если это законодательно вроде бы предусмотрено, там увольнение в связи с переводом. То есть, без собственного желания, потому что это связано с
Без переливания стажа, то есть, ну, чтобы персонал не переживал по этому поводу, да. У нас сегодня 998 человек на штате работают. Значит, дали нам штатное расписание ваше, мы его рассмотрели. В итоге у нас освобождается и выходит, пойдут на улицу 80 человек работников АТЦ. Вот. Далее, значит, у нас на улице окажутся люди, которые с изменением должности, старшие мастера, если у вас там по штатному расписанию таких должностей нет, они должны будут работать мастерами. Таких у нас 13 человек. Непонятно, сегодня в управлении по работе с абонентами, в штатном расписании их тоже нет. Таких у нас 38 человек, всего 161 человек. При встрече с главой Чувашской республики Олегом Николаевым и в письменном обращении у нас было, он заверил, что все 100% работников будут трудоустроены. Как будет вопрос? У нас 153 человека должны будут сокращаться, и они должны будут как бы получать по сокращению двухмесячную зарплату, если не устроиться, трехмесячную. Это тоже будет как-то на мультиплатить. Ну, давайте сначала начну я, да, значит, потом Елена будет ответить на наш. В рабочем порядке решаем все вопросы. У нас был переход безболезненный от коммунальных технологий в цифровые сети. Я считаю, что точно так же будет и переход с цифровых сетей в коммунального спецслужб, если это решение будет принято. Ни один человек на сегодняшний день и после того, как будет принято решение, на улице не окажется. Единственный вопрос на сегодняшний день – это вопрос по автотранспортному цеху, но у нее, значит, сегодня структурное подразделение, которое занимается эксплуатацией тепловых сетей, значит, в принципе, готовы здесь все брать. То есть это будет не ТЭС-2, но другая организация. Но ни один человек на сегодняшний день не будет оставлен на улице. В связи с тем, что у нас есть городские предприятия, вполне возможно, что некоторые наши работники захотят перейти в городские предприятия. Поэтому мы в рабочем порядке все эти вопросы решаем, и не нужно сейчас просто накалять обстановку о том, что кто-то окажется на улице. Мы все, я имею в виду администрацию города, на сегодняшний день ответственны за всех людей, которые работают в городе. И ни один человек на улице не остается. А по конкретным вещам, да, прошу себе точно посмотреть. Ну, давайте, значит, не дискуссии, вы все вопросы задайте, пожалуйста, и По заработной плате, значит, оплаты и тарифные ставки у слесарей по представленным вашей должностной, значит, по штатному расписанию, и то, что сейчас сегодня имеет разницу в сторону уменьшения. В территориальной части, если у нас 30%, по вашему штатному расписанию 25%, если у нас есть КТУ, то там КТУ нет у вас. Поэтому у нас получается снижение заработной платы. Я отвечу, то есть если мы говорим по уровню заработной платы ежемесячной, то надо посмотреть детально, по каким конкретным позициям идет это размещение. То есть я готов в рабочем порядке это обсудить, потому что на сегодняшний день решение там не принято, да, еще, и, соответственно, мы готовы к обсуждению в случае там месяц впереди. Это раз. Во-вторых, мы говорим о том, что у нас есть другие социальные обязательства, в том числе, которые надо учитывать в доходе персонала. Это 13-я зарплата, да, которая у вас не выплачивается. И это материальная помощь отпуску, которая равна одному росту. Это тоже там 12,5 тысяч рублей. Это тоже надо понимать и учитывать. Это тоже дополнительный доход для персонала. Соответственно, я готов обсуждать там какие-то единичные выбеги, если они есть на сегодняшний день. Давайте будет принято решение, будем встречаться, будем обсуждать. То есть, и как сказал Владимир Иванович, никто никого не собирается там обманывать, кидать, и в этой части точно нет цели. И самое главное, по сварщике. Сварщики – это основные наши работники, которые ремонтируют наши тепловые сети. По представленному нам, значит, штатному расписанию,
видно, что порядка 10 тысяч рублей сварщики проигрывают. Вот по сварщикам, пожалуйста, посмотрите, чтобы работу по капремонту вести, нужны сварщики, классные сварщики, они у нас есть. Если так будет, то я думаю, что все пойдут к вам. Спасибо. У меня 3 вопроса. Первый вопрос, слайд номер 5, пожалуйста. Я не зря уточняю предыдущего коллеги нашего по поводу монтажа сетей и финансовых средств. Мне лично немножко непонятно. Объясните, пожалуйста, 4 котельных будет в 2021 году заменено или отремонтировано и 7 километров сети, правильно? Или я неправильно понимаю вопрос? Да. Сумма 232 миллиона. Что еще туда будет входить? Туда будут входить перечень мероприятий по подготовке проектной документации на 2022 год. А есть как-то более подробно? Отдельно по мероприятиям здесь, наверное, презентации нет. На презентации этого нет. А где можно в случае положительного принятия решения мы будем здесь программу предоставлять во все платные функции. Спасибо. Второй вопрос у меня. Как раз мультипласеть имеет сейчас очень много недвижимости, да, которые будем реализовывать в следующем году, если все пойдет так. Пока реализации имущественных никаких нет. Вот. Рассматривается вопрос передачи имущества в конце. Те, которые необходимо для выработки тех установлений и горячего. Остальные, значит, проекты, которые сегодня мы говорим, это здания, которые не присоединены технологически к выработке тепла и подаче горячего снабжения, они остаются такими. Вот. Остальные, те, которые как раз за содержание текущего, за текущее содержание как раз на конкурс возлагать на городе или на... Есть возможность как раз, рассматривалась ли возможность перевести в инвестиционное соглашение, пока реализация не решила. Для чего имущество города передавать концессионеру? Не имущество города, а обязательства по содержанию того имущества, которое нет. Каким образом мы повесим на содержание наше имущество, на Пункты договора. Поэтому я спрашивал, это наше имущество, мы за него отвечаем. Ясно. И третий вопрос у меня. Есть ли какие-то условия, при которых уменьшится замена километров сетей или котельных? То есть есть условия, при которых, которые сейчас здесь не озвучены? Ну, вообще нет. То есть есть конституционное соглашение, которое мы обязаны выполнить. То есть это в любом случае уже железно. Ну, по очереди, да? Сначала находим, потом Депутат Клименко, согласно предыдущим двум докладам, мы понимаем, что износ сетей у нас составляет около 85%. Правильно я понимаю? Порядок. Да, 70%. Ну хорошо, 70%. Как вы лично этот износ? То есть, насколько мне известно, контроль строительных работ, кондиционеров, энергетики. Как Евгений Менеджерил, я сколько мы вычисляли износ из расчетного метода лицевого Хорошо. Ну, в принципе, понятно, да, метод понятен. Тогда, если мы посмотрим приложение номер 4, там, пункт 3 по реконструкции тепловых сетей, у нас пункт 3.1, что он гласит? До конца 6-го года реализации концессионного соглашения будет отреконструировано не менее 11,8 километра тепловых сетей, то есть 1,8%. К концу 6-го года концессионного соглашения. Правильно ли мы это понимаем? Дальше, представьте, а дальше идет точка капитальный ремонт. Дальше Который
считаю, Сколько еще раз? до конца третьего года 4,4%. И дальше еще. Дальше еще До конца третьего почитайте точно. До конца третьего выше, точнее. Выше есть до конца третьего года сколько? до Это всё конца третьего года. Это все складывается. До конца. Я прошу приходить, да, этот вопрос существует, пожалуйста, ответьте конкретно. Не плюсы и минусы. Отвечаю на вопрос. Правильно ли вы понимаете? Вопрос был, правильно ли я понимаю? Неправильно понимаете. То есть там, еще раз, есть до конца третьего, есть до конца шестого года, и, соответственно, нарастающим итогом выходит на 664 километра. Надо смотреть и инвестиции, и ремонт. 664 километра у нас выйдет к концу 25 года. Да. А к концу 6 года? Я не могу сейчас, 23 года у меня нет. Вот перед глазами у меня к концу 6 года написано 1,8%, до конца 9 4,1% капитальный ремонт, и до конца 6 года 64% капитальный ремонт. Вопрос он сводится к тому, что если мы утверждаем, что такие большие потери у нас 25% в сетях, да, то есть почему так сети медленно начинают реконструироваться и не начинается с этого именно работать? Во-первых, здесь больше надо смотреть не в том числе на километраж, а на материальные характеристики сети. То есть километраж это одно, можно перекладывать трубы диаметром 80 мм, 80 мм, но при этом не уменьшать потери ни на единицу. Можно перекладывать диаметры другие диаметры, да, то есть, и эта оценка на сегодняшний день нами как бы выполнена, и мы считаем, что именно с точки зрения материальных и мы правильно ставим. Сейчас пока руководствуемся только теми отчетами, которые имеют в доступе от администрации мы обследование сетей подземных и надземных в полном объеме не проводили. Можно было поверхности не заглядывать, пока не было на комплексе. Естественно, мы будем ориентироваться в момент, когда мы начнем это эксплуатировать. Поэтому условия я и говорю, что мы ежегодно будем актуализировать уже конкретные участки, куда действительно возможно они увеличатся. Не исключаю, что здесь его не увеличится. Это такое минимальное значение. Как-то подходить к вопросу, то есть вы сейчас озвучили, что вы не смотрели эти участки, не знаете о них, и более большие серьезные деньги или серьезная компания, можно было, конечно, смотреть более серьезную компанию. Ну, подземные медиалисты просто не Почему? Контрольное вскрытие, это же надо перекатывать, если здесь аварии, 530 аварий, 530 контрольных. ровно из этих данных формировалась. Хорошо, спасибо. Ну, здесь нужно понимать, те данные, которые мы сегодня работаем, и те приложения, которые конституционные соглашения написаны, они написаны на данных. Понятно, что вы можете ситуацию но вот такая проблема. И сразу ставить клиенту, что не говорят, что да, действительно не скрывают, а ты не заходи. Но по данным, что есть, что не сделать. Пожалуйста, Сергей Александрович. Депутат Муравьев, председатель комиссии по городскому хозяйству. Скажите, пожалуйста, Илья Ильич, суммы, цифры меняются с каждым днем. У меня данные были, что вы готовы в первые 4 года вложить сколько миллиардов рублей. А сегодня вы озвучиваете уже 2 миллиарда рублей. Всего из которых, отвечаю, возможно, Да. 2 миллиарда, из них миллиард собственных средств. Миллиард собственных средств, а миллиард это получается основные средства, да? Это основные средства. Откуда сумма эта взялась 2 миллиарда рублей? Почему не 5? Почему не 6? И я вот смотрю на таблицу, да, первый 21 год это 7 километров, потом 10 километров, потом 13 километров, 15 километров. Я, конечно, понимаю, что это цельные будут менять, да, их надо закупать. Но мультипловые сети озвучивали, что чтобы все хорошо функционировало и не было аварий, хотя бы в год надо менять по 40 километров. Приблизительно, да? И вкладывать по 500 миллионов рублей.
это вы 27 меняли. Минимум, да? Ну, по 500 миллионов рублей надо вкладывать. А тут у нас получается совсем не так. Мы по 500 не вкладываем 500, потому что мы хотели в первый год оборудуем, строим. У нас не получится именно на сети эти деньги направить. Ответьте, пожалуйста. Ну, смотрите, здесь же речь идет не только о строительстве котельных, а о модернизации котельных, о модернизации ЦТП. И мы говорим о том, что первый год по тепловым сетям, это опять-таки будут те участки тепловых сетей, которые на сегодняшний день находятся с высокой степенью аварийности, с высокой степенью износа. Соответственно, мы, да, в первую очередь заходим на эти участки тепловых сетей, мы их приводим в нормативное состояние, параллельно мы приводим источники в нормативное состояние, а далее уже по цепочке действуем, приводя все сети, чтобы у нас к концу окончания конституционного соглашения у нас сети были омоложены в 2 раза. То есть если сейчас взять все сети и поменять, условно, даже просто не глядя, мы, во-первых, устроим жаргон свинорой в городе, и жителям никому это не понравится. Это раз. И во-вторых, которые мы не двигаем. Миллиард, когда на вопрос, почему там миллиард, 2, 3, то есть опять же округлено это тем, это наше видение, наш опыт работы в других регионах, то есть мы видим именно в такой последовательности, таких объемов инвестиций, чтобы на конец периода выйти к активным. Почему я сейчас говорю? Вы готовы пересмотреть сумму на возрастание? И некоторые же вот эти за 21, за 23, 24 годы, которые идут, они в малом объеме, а дальше идут по 3-4 километра. Вы сейчас перед заключением соглашения готовы пересмотреть на увеличение? Вот именно сейчас, перед заключением, нет. После заключения, когда я узнаю о состоянии всех сетей, оно будет пересмотрено, в том числе и больше стороны. Это я говорю, что да, возможно. Сергей Анатольевич, мы не знаем, что будет через 5 лет. А вы говорите нам про 31 по 34, 35 года. Зачем? Мы хотим сейчас, вот сейчас. Сергей Иванович, давайте начнем. Вы вопрос задали, но по ответу получили. Хотим мы можем все заменить все тепловые сети в 2022 году, все 660 километров, да, 664 километра. Я прошу прощения. Мы можем все сети заменить, но к концу концессии мы получим те же самые сети, которые сегодня имеем. То есть с отработанным сроком эксплуатации. То есть 25 лет, все, мы к концу концессии получим те же самые сети, что мы сегодня имеем. Поэтому есть планомерная работа, которая для долгосрочной инвестиции проводится. Пожалуйста, Алексей Павлович. Вопрос. За 2014 год в воле бюджет я проводил выплату, и сотрудничали в том числе с КГУ, когда она происходила реорганизация, удалось побеседовать в то время с руководством этой компании. В тот период начался плановый пробный переход на прямые договора между собственниками на квартирном дому и, соответственно, ресурсно-снабжающей организацией, в том числе ТП+. Общаясь с руководством в тот момент, 14 год это было, Шаркова, не знаю, она сейчас работает, не работает, не знаю. Были такие золотые горы обещаны. Цена в гигакалории, я вот господин спрашивал, что-то это очень интересная цифра, да? Они тогда обещали, что цена гигакалории будет снижена на 30 единиц. На 30 рублей. По факту, на тот момент, после заключения прямого договора, эта улица Шумилова, дом 28, не 28, он 30, 30-й дом, это столица, такая управляющая компания была. Первый, кстати, дом в городе Чебоксары, который перешел... Давайте вопрос. Мы полтора часа... Не надо меня перебивать, Нет. Давайте вопрос конкретно задавайте. Историю понимаете. Я говорю про золотые горы. Сейчас у нас есть реальная возможность, что вот эти товарищи нам пообещали и реально выполнены золотые горы, которые по факту
скажется на тарифах. Пусть они снижают тарифы. Это раз. Сможете ли вы это сделать? Раз. И сможете ли вы все-таки поучаствовать в модернизации тепловых сетей, отдельно взятых многоквартирных домов? Тепловой узел, датчики температуры, вот где ресурсно-снабжающая организация. Сможете ли вы это сделать? Пожалуйста, ответьте. Отвечаю на два вопроса. То есть, первое, обещать снижение тарифа не могу, а заморозки я уже сказал, что тариф будет как минимум в 2 микрорайонах, и от тех источников, у тех потребителей, которые получают тепло от котельных пунктов теплосетей, тариф будет заморожен. По модернизации тепловых узлов, к сожалению, скажу, мы в этой части вам помочь, наверное, не можем. С точки зрения, потому что собственность это многоквартирного дома. И на это есть другие программы, не концессионное соглашение точно для модернизации. Пожалуйста, там фонд капитальный ремонт, не знаю, там какие-то еще истории. То есть, ну, здесь мы не всесильны. Семен Почта, житель Московского района. В какой момент вы, компания «Т+», решила выйти с предложением нашей республики о концессии? Или это наша республика вам предложила? И когда это было? Можно сказать? Ну, наверное, это все-таки наше решение, так как мы на сегодняшний день занимаемся развитием нашей компании бизнеса, и в этой части тоже считаем, что это то самое направление, в которое надо заходить, и плюс, почему именно концессии, или почему именно такое предложение возникло. То есть мы имеем источник, мы имеем потребителей, от источника до потребителя есть некая транспортная сетевая организация, которая транспортирует тепло. Поэтому понимаем, чтобы быть более эффективным от точки А до точки Б, мы, как правило, в своих городах делаем такой шаг, выходим с предложением. Не, я понимаю почему, а когда это произошло? 30 ноября 2020 года мы подали инициативную заявку. Хорошо, понятно. А когда ваша компания хочет получить прибыль с этих теплосетей? В каком году вы должны получить первый рубль из этой концессии? Я сейчас точно там по модели не вспомню, но это точно не в ближайшие лет 5. То есть получается, что большая крупная компания решила заняться благотворительностью и 5 лет развивать чебоксарские теплосети. Ну, считай, да. Спасибо за ответы. Здравствуйте, счетчик ходит, активный житель города. Можно по тарифу слайд включить? Ты последний включи, пожалуйста. Давайте, вот у меня есть фото. Рост тарифов показан за двухкомнатную квартиру примерно 50 квадратных метров, 4000 рублей. В данный момент у нас вот жители Новоюжного района присутствуют. Двухкомнатная квартира только за отопление люди сейчас ходят по 4000. У вас тут неверная информация на слайде? Или это будет у нас такое чудо, что тариф понизится, или как? Вот один вопрос у нас. Есть у нас ответ от администрации, прокуратуры, что все в порядке. Отопление у нас платится нормально. Смотря вы сравниваете какой-то определенный месяц. Нет, я вообще в целом ваш. Среднее это значение по году. Ну, платежки. Это включите слайд, да? Ну, мне не получается. Я прошу коллег включить предпоследний слайд. Предпоследний слайд, включите, пожалуйста. Я отвечу на ваш вопрос, почему именно там сейчас вы платите по 4000 рублей. Мы все понимаем, что зима в этот год холодная.
И те значения, которые указаны на слайде, это среднегодовые значения по платежке. То есть в том числе минимальный платеж по зиме и какой-то максимальный платеж, то есть минимальный платеж по лету и какой-то максимальный платеж по зиме. То есть это среднее значение по платежке. Поэтому и говорить о том, что мы сейчас платим только за тепло 4000, ну, у нас и на улице в этом году минус 30 гораздо больше денег. Но пенсия это у людей, у пенсионеров 12 тысяч рублей, это если в графике вы посмотрите, как это все повысится. Сейчас вы хотите выровнять, получается, поднять это на 50%, да? Отопление. Ну, вот у вас на слайде было там была там 3,5 год. То есть ну, сейчас у нас на валюту самое дешевое отопление, правильно? Да. Вы сейчас хотите выровнять, сравнить, как вы все завтра. Не сейчас, а в течение 15 лет при этом рост тарифа не будет выше индекса платы граждан. Я хотел бы сказать, надо не забывать о жителях. То есть нагрузка ляжет на плечи граждан, то есть существенная. А он и так вырос. Что будь концессия или не будь концессия, он все равно рос. Вопрос в том, что мы здесь, как инвесторы, мы долгосрочные видим программу тарифов. И, соответственно, мы готовы заходить с инвестициями, в том числе с опережающими. А если жить с той логикой, как сейчас, ежегодно защищать тариф, то мы не понимаем, что будет завтра. То есть, грубо говоря, пришли к службу по тарифам, нам служба по тарифам не дала даже индекс оплаты граждан, там не 3,7, дала 2%, да, то есть мы зашли там с инвестиционной программой какой-то большой. То есть эта история ровно о том, что мы видим дальнейшую долгосрочную перспективу. То есть вы о жителях надо все равно говорить уже, что рост тарифов идет, правильно? Нет. Однозначно. Тихо. Давайте таким образом. Да, сейчас мы балаган превращаем в последний вопрос. Значит, вопрос задали, вопрос ответ получили. Поэтому дискуссию не входит. Значит, было сказано о том, что в зоне и Белухи в ближайшие 2 года тариф заморозится. В зоне Т+, тариф будет расти. В пределах индекса. Дальше не будет. Если бы мы сегодня ничего не делали, в зоне тепловых сетей тариф был в пределах 5,2%, а в зоне плюс тариф был где-то порядка 3,5%. Мы от этого никуда не денемся. В любом случае этот тариф будет расти. Для того, чтобы поддержать малоимущих граждан, здесь у нас система субсидирования жилищных коммунальных хозяйств. Обращаемся в социальные органы и оформляем субсидии. То есть то, что мы сегодня закладываем ежегодно в бюджете, в республиканском бюджете. Эти действия есть. Поэтому вот то, что мы говорим, и говорим, и это будет. Говорить о том, что на сегодняшний день вообще роста тарифов не будет, давайте ничего делать не будем, тариф повышать не будем, этого не будет, уважаемые друзья. Не будет этого. Мы понимаем, что инфляция есть, в любом случае тариф будет. Вот девушка давно просит, можно я закончу? У нас еще по теплокамерам вопрос. Вот мы ремонтируем город, дороги, вот теплокамеры в ужасном состоянии. Я вот не первый раз обращался к вам. Когда у вас наладится это все, то есть все новое, дороги, тротуары, теплокамеры ваши в ужасном состоянии. Спасибо. Я прошу прощения, Александр, ну дайте девушке слово, это не знаю. Ну еще один вопрос, пускай задаст. Может, я просто тему скажу, просто ответьте, пожалуйста. Хорошо, давай. Уважаемый радушный гражданин, уважаемые по центральной части города, да, где это зона, естественно, в первую очередь заинтересованы выставлять наши ресурсы до потребителя, тот, который он, то есть, качественный, как таким управлением и качественной водой, горячей водоснабжения. То есть это нас заставляет входить в эту историю. Соответственно, все остальное, остальные сети, это тоже наш профиль, с которым мы умеем и знаем, как работать, и мы считаем, что мы эффективная компания, которая может сделать программу, ту, которую мы заявили на сегодняшний день. С точки зрения потребителя, что получит потребитель в рамках действующего законодательства, которое у нас на сегодняшний
сети действующей по ценовой зоне потребляет, получает качество ресурса, за которое мы отвечаем. При этом есть уже понятные инструменты, которыми вы можете пользоваться с точки зрения контроля качества ресурса, в том числе температуры, опять же таки, качество самой воды, давление там, и в целом ресурса. Это причем еще раз повторюсь, то есть это законодательно на сегодня закреплено. До этого нет. И второй момент, который, наверное, немаловажный для потребителя, это единое окно. То есть в случае, если случится все, то компания будет единым окном, которое будет отвечать в целом за технологии по всему городу. То есть, в принципе, там любой дом, где случай, надо разбираться, выяснять, будет куда-то там управляющая компания «Плюс», всегда вы будете понимать, что это будет разбираться самостоятельно с управляющими компаниями с точки зрения там, качества, некачества интересов, на усиление, сделанные дома. Решите закон, потребитель ресурс на рынке. У нас на сегодняшний день давление не регулируется, не потребуется за а с переходом в ценовую зону у нас компания цене будет отвечать в том числе и сравнение с теми новых параметров, качества. Можно вопрос, Степан Алексеевич? Пичугин Юрий Викторович, в прошлом работник тоже работник водоканала. Я хотел задать вам вопрос, который вытекает из вашей фразы. Вы сказали, у вас эффективная компания. Вы можете нам, будем говорить, вкратце, понимаю, что вы не сможете развернуть, вкратце сказать, где вы свою методику управления, работы эффективно используете, какие города? Спасибо. Ну, у нас на сегодняшний день, если я сейчас не ошибусь, порядка 8 концессий уже подписано. Это Владимир, Киров, Ижевск и Чайковский, нет, не Тольятти, там, еще где-то сейчас, не вспомню, не перечислю. И, в принципе, у нас один из показательных городов – это Москва, которая 4 года назад, вы все прекрасно знаете, в каком было состоянии город Ижевск, когда там была авария на аварии, да, то есть на сегодняшний день администрация города, в принципе, все администрации, там, кто-то желающий посмотреть, как это работает, довольно-таки остаются впечатлены, то есть той тенденцией, чего они пришли за 4 года. Там действительно поменялась ситуация сильно, то есть сильно мероприятие. И последняя просьба к вам. Вы могли бы, в социальные сети, в интернете или телевидении выпустить какой-нибудь обзорный ролик или информацию о вашей компании? Более добрый. Да, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Здесь уже вопрос по поводу кадров понимания, и я убежден, что кадры действительно решают все, поэтому зашел на сайт Т+, в раздел управления формами, и там написано, что он сейчас находится в разработке, что данные по руководящей форме будут представляться по запросу. У меня такой вопрос. Был такой глава Т+, Борис Вайнгитер и управляющий директор компании РНО, который принадлежит Т+, это огромная компания РНО, Евгений Кольковик, который был задержан осенью 2016 года по подозрению достигать чиновника республики Коми в разрезе как раз в размере более 800 миллионов рублей. Вот их оттуда вроде бы убирали, а в 2018 году они оба пошли вновь в Совет директоров Т+. Сейчас эти люди там находятся. Они члены Совета директоров. Пожалуйста, вопрос. Депутат Владимир Евгеньевич, я бы хотел все-таки еще раз, чтобы вы, может быть, я неправильно записал здесь, но когда коллега мой интересовался, возможно ли увеличение сетей, которые вы будете менять, вы сказали, что после соглашения, когда узнаем о состоянии сетей, мы точно скажем, сможем ли нет. Да, я правильно же услышал? Ну, вы сейчас спрашиваете об увеличении количества замены сетей. Первые годы, да,
Да. То есть, все-таки давайте еще раз, вот, например, тоже не согласен. Вам что мешало до соглашения понять, сможете вы увеличить количество сетей в первые годы или нет? Потому что народ именно интересует в первые годы, как все это будет происходить. Потому что индикатор это и есть, то есть это является индикатором для понимания намерения любой организации, пусть крупной, как у вас, там, или еще какой-либо другой. То есть изначально поделано. Ну, я решил на этот вопрос, потому что на сегодняшний день Как вы это оцените после соглашения? Или через какое время после соглашения вы это все оцените? Когда в следующий раз мы соберемся, по сути, будет разговор. Сколько вам на это времени? можем собраться через год, когда будем утверждать схему теплоснабжения и отчитываться о результатах года прошедшего. То есть вам год хватит, чтобы понять, да? Последующие 20 По поводу 232 миллиона все-таки можете еще расшифровать, что туда будет входить? 4 котельные, 7 километров, проектная документация, да? Что еще? Да, на скидку я сейчас не могу сейчас сказать. Там детально не назову мероприятия, у меня нет. Тогда отправьте на почту, пожалуйста. Спасибо. Сергей, подождите, пожалуйста, вот там Фамилия, имя, отчество? Но там надо смотреть по объему котельной, во-первых. То есть в любом случае автоматизация не значит сокращение персонала. Вот не всегда такие закономерности прямые. Спасибо, Сергей Иванович, пожалуйста, вопрос. Можно крайний вопрос? Крайний. Я считаю, что крайний вопрос. Подскажите, пожалуйста, а Чапаевский у нас завод также остается ресурсником? Остается, да? Хорошо. Так, и повысить вам вопрос. Скажите, пожалуйста, в какой минус вы уходите ежегодно? Вот в этом году хорошая зима, вы хорошо смогли заработать, да? А не было бы зимы, какой бы минус вы вышли финансово? Нагрузка какая была? Коммерческой тайны, вам отдельно, как насколько я понимаю, в минус все равно вы вышли, правильно? В минус. Все, я понял, спасибо. А можно представить для администрации вопрос? Да, пожалуйста, конечно. Будет сторона договора, я так понял, да? Как вам было сказано, у нас, если будет принято решение, двустороннее соглашение будет. Это администрация города Чебоксар, правительство Российской Морской Республики и консервер. А кто будет подписывать администрацию города? Скажите, еще вопрос. Скажите, пожалуйста, администрация города, вашего лица, лица Ладыкова, может на себя взять ответственность за вот такую ситуацию, когда развалили коммунальные технологии, фактически Муптехгосвет отказывается от своих обязательств и заключает конституционное соглашение. Если доля управленческого персонала и Ладыкова в том числе за такую ситуацию? Администрация города Чебоксар бесспорно ответственна за это, и мы тепловые сети с коммунальных технологий в 2018 году забрали, как вы помните, да? Значит, поэтому мы, конечно же, свою ответственность понимаем. И понимая дальше дальнейшую судьбу электрических сетей, с 1 января 2021 года забрали еще электрические сети. Поэтому мы всю полноту своей ответственности понимаем. И ратуем только за то, чтобы у нас все работало и все происходило таким образом, каким должно быть. Я, по-моему, ответил на ваш вопрос. Уважаемые коллеги, мы с вами договорились, что задаем последний вопрос. И хотелось бы, значит, слово предоставить коротко. Мы договорились, что все, заканчиваем. Ну вот самый крайний вопрос девушки, которая на балконе.
Я уже отвечал на этот вопрос, и ровно такой же ответ, наверное, вы сейчас и услышите. Я не могу точечно помнить оклады и уровни заработной платы по поводу каждого специалиста, там, каждого сотрудника внутренних сетей, к сожалению. Я прошу прощения, мы с вами договорились, да, ответы были даны, не будем повторяться. Значит, в конце, уважаемые коллеги, мы в этом направлении. Поэтому хотелось бы всего сейчас услышать, что мы поддерживаем, значит, уход в концессию тепловых сетей. Почему? Потому что на сегодняшний день, я понимаю, что на сегодняшний день, наверное, работникам тепловых сетей, которые сегодня сидят в головой мотают, не хотелось бы уйти. Но я хочу, чтобы вы все поняли. Значит, сегодня тепловые сети, если бы не эта зима, вот такой бы зима не была, значит, получили бы убыток в размере порядка 200 миллионов рублей. Мы это прогнозировали, и мы это не раз обсуждали. Спасибо сегодня природе, что на сегодняшний день такая теплая зима, такая холодная зима пошла, и товарооборот у тепловых сетей был достаточно хороший. Если бы не было такой зимы, то тепловые сети ушли в убыток. И этот убыток ложится по всем обязательствам на бюджет города Чебоксара. Порядка 200 миллионов рублей. Это, как бы уже сказано, значит, мы из бюджета должны были бы заплатить, значит, тем поставщикам услуг, которые с тепловыми сетями работают, это газ, это электричество, это все остальные ресурсы, которые сегодня потребляют, в том числе для выработки тепловых сетей, тепла и горячего водоснабжения, тепловые сети. Это при оплате 200 миллионов рублей из бюджета города, это недостроенные наши детские сады, школы, недостаточно благоустройства, которое всем на территории города Чебоксар сегодня охота получить. И депутаты городского собрания это все понимают, мы за каждый рубль по каждому округу бьемся и хотим, чтобы у нас благоустройство было. Но нужно понимать, что на сегодняшний день собственных доходов у администрации города или у муниципалитета недостаточно для того, чтобы платить еще убытки за те предприятия, которые сегодня находятся в собственности администрации города. Ну, невозможно этого сделать. Или мы выполняем эти работы, про которые я говорил, или мы с вами не выполняем и чисто оплачиваем те долги, которые и убытки нарабатывают наши тепловые сети. Вот исходя из этого, я прошу, уважаемые друзья, коллеги, жители, выработать и высказать свое предложение. Если мы готовы к этому вопросу, если мы готовы платить из бюджета города и не выполнять работы по благоустройству, значит, ну давайте, может быть, нужно быть таким. Но взвешенно, рассчитав все за и плюсы и минусы, мы единственное правильное решение считаем, что надо сегодня уходить в концессию. Тем более, что это не простая аренда, это концессия, это федеральный закон, это 44-й закон, мы от этого никуда не уходим. И нужно двигаться в правильном направлении. Спасибо. Пожалуйста, вот я прошу прощения. Добрый день, Томаков Илья. На предложение вопрос, связанный с северо-западным районом. Вы сказали, что заморожены будут тарифы на 2 года и расти не будут. Для того, чтобы все-таки заручиться поддержкой населения, 5+, если такое концессионное соглашение будет подписано, наверное, целесообразно было бы выровнять тарифы, начиная с 1-го года с Майорного района, потому что существует определенное напряжение у населения в районе северо-западной. Бабушки созваниваются, сам знаю, и вот эти 300 рублей они создают воздух. Если вы взялись за это дело, то предлагается выровнять тарифы с 1-го года, а не 2 года держать из заморозки. Я как житель Майорного района против. Я считаю, что тоже это неправильное, я считаю, что неправильное решение. Я имел в виду понизить северо-западную. Конечно. На этом вопросы все закончены. Пожалуйста,
Александр Можно мне Ильич, еще один вопросик? можете. Владимир Иванович, нет, вот вопрос можно еще один? Вы все закончили или как? Зайдет вместе со мной, я на все Да вопросы нет, вместе с вопрос коллегами отвечу. просто. Мы же договорились, крайний вопрос. Ну, Юрий Михайлович, уважая вас, зная, как многолетнего работника и ветерана ЖКХ, вот подойдите, пожалуйста, к микрофону. Или сюда хотите? да нет, ну, хорошо. Ну, во-первых, тут вот вопрос возникает. Не понял, вот, они сокращают вот, рафных офицеров и все прочее. Вот конкретно вы с 1 мая примете это все. В мае проведете отрисовку. Это сотни свечей. Каким способом вы будете, вот это уйдут руководство, как будете первые. Нерешенный вопрос, это эксплуатационный, что будете делать с эксплуатацией. Да, как это, ремонт, замена, это все звучало здесь. Об эксплуатации не сказали ни слова. И второй у меня вопрос. Раз вы еще не оценили масштабы этих ремонтов, работ и так далее, почему же попробовать еще перенести бы на год эту концепцию? Отложить, вы бы изучили за это время, как говорится, проверили состояние бы, и потом вы, может, сами бы подумали бы, надо это делать или не надо. Вот это о чем речь-то. Вот у меня это. Спасибо. Юрий Михайлович, ответ получили, уже давали на этот вопрос. То, что вы сказали. Ладно, ну вот он возникнет, Владимир Иванович. Он Значит, подготовка к отопительному сезону в любом случае пройдет, в любом случае мы подготовим город. 15 ноября мы получим паспорт готовности города к отопительному сезону, и отопительный сезон начнем ровно тогда, когда необходимо будет начать. Если в течение 5 суток будет ниже температура наружного воздуха, плюс 8 градусов. Владимир Иванович, вопрос коротенький. А какие-либо альтернативные предложения от иной компании поступали на заключение подобных договоров? Мы сегодня ждем такие предложения, потому что на сайте мы уже опубликовали, что у нас данный процесс идет. Хотелось бы, чтобы было соревнование, предложение. Но если кто обратится, то вопросов нет. Пока такой заявки нет. Я предлагаю сюда. Хорошо, у вас что есть для того, чтобы прийти? У вас даже 10-тысячного уставного капитала, как у коммунальных технологий, на сегодняшний день нет. Поэтому давайте не будем предлагать и превращать балаган в то мероприятие, серьезное мероприятие, которое сегодня мы с вами проводим. Пожалуйста. Да. Только не более 3 минут. Вы говорили о детей. Изначально вы говорили о детей, здесь мы бумаги, что мы даем нельзя так, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые граждане, сегодня самое лучшее время провести публичные слушания, рабочий день, 9 часов утра, все принимают, конечно. Сегодня здесь прозвучали очень важные, очень интересные вопросы. И в первую очередь я хотел бы отметить на одну ремарку, что это дело не нужно политизировать. Я хочу сказать, что это дело необходимо политизировать, потому что, как вы все услышали, по той действующей системе властей, которая у нас есть, и муниципалитеты, когда отдельные решения принимают, и республика отдельные решения, федералы отдельные решения, то тогда ответственность у нас коллективная. Как оказалось, что вы, сами граждане, через ваших депутатов Чебоксарского городского собрания депутатов за последние 4 созыва, а это 25, приняли вот такое решение. Ни копейки не вкладывать в теплосети, проводить праздники, покупать списанные корабли, привозить их сюда, приглашать сюда желтые тюльпаны петь, приглашать сюда хор Курецкого, устраивать какие-то невероятные вот эти вот акции с распространением на всех счетах соцрекламы за государственный счет, там, Перле, мы вместе там, и так далее. Вот это вот все вы, получается, сами, опосредованно через своих депутатов, приняли такое решение и сделали. А теперь мы пришли к тому, когда вот у нас говорят, все, у нас вот корыто разбито. Поэтому эту тему обязательно нужно политизировать. И хорошо, что в этот раз депутат ЧГСД здесь присутствует, и я уверен, что этот созыв будет более ответственный, чем предыдущий. Конечно, жаль, что нет сегодня здесь главы города, это очень странно. Вы говорите про тарифы и так далее. Я сейчас не буду, такой формат работы у меня дает 3 минуты, 5 минут. То, что сейчас планируется осуществить по передаче коммунальных сетей, это не ошибка. Это конструкция плана по продаже остатков собственности города и республики. Я могу ошибаться, но полагаю, что есть также часть обязательств за проведенные в прошлом году выборы и предстоящую выборную кампанию. Я других причин для этого не вижу, так как олигархи такого масштаба, как всем известный господин, наверное, имеет желание контролировать не только прибыльный и монополизированный бизнес, но и некую политическую составляющую субъекта.
решений, которые мы сегодня обсуждаем, вот в таком составе, на 508 тысяч населения. Посмотрите, насколько сегодня. 100 человек. Мы сегодня мы дадим одобрение или неодобрение всему этому вопросу. Вот такому вот объему. Распределяемые пресс-релизы, якобы денег в бюджете на эти цели нет, существенно поднять тарифы, чтобы купить ремонт и модернизацию город тоже не может, остается единственный ряд частных инвестиций, это ложь, варианты есть, иначе зачем нам вообще региональные и федеральные власти нужны? Зачем нам нужны вышестоящие бюджеты? Не менять десятилетиями коммуникации, не вкладывая дополнительные средства в модернизацию, это вот о том, о чем я говорил в самом начале. И это сделают чиновники, это их прямая вина, поэтому должна быть ответственность. И правильно студент, я считаю, задавал этот вопрос, почему же никто ответственность не несет. А мы, говорит, не ставим такую задачу, чтобы разбираться. Так вот, вы должны поставить такую задачу, чтобы разбираться и спрашивать, наконец, у властей за принятие ими решений, в том числе и у предыдущих, не только по этому вопросу. По водоканалу вы все прекрасно знаете, что некто в своем управлении брал валютные, в том числе кредиты на водоканал, которые до сих пор там выплачиваются, потрачено невероятное количество средств и так далее. И тоже никто не отвечает. Только всем награды, только все эти советы общественные и советы пенсионеров при каждом государственном органе. Вечно медальку, цветы и так далее. Всем спасибо. Никто никогда ни за что не отвечает. Мне не нужны никакие доказательства, что некий Т+ будет ставить приоритет адекватной тарифы и качество услуг, а не извлечение прибыли. И то, что они сегодня доказали, что они, оказывается, занимаются благотворительностью, это, я считаю, достойно определенных цитат. Это такие щиты в баннере может себе Т+ позволить заказать. Я вот смотрю, у вас там рекламная кампания началась, на клубах вы свои логотипы рисуете, нанимая альпинистов за бешеные деньги, непонятно зачем вам рекламироваться, что кто-то может прийти на рынок и выбрать, пользоваться вашими услугами или нет. А вот этот цитат разместить мы благотворители. Мы что, не знаем, что в Волгограде подобные концессионеры подняли тарифы по технологическим подключениям к воде и отоплению на другие виды работы в 4 раза. То есть для населения нет, останется так же, потому что будут беспокоиться. А вот для бизнеса, для застройщиков, для всех остальных тарифов в 4 раза хлоп и давайте справляйтесь. А куда бизнес положит все эти затраты? Опять же, на нижний уровень самих же потребителей. В Балакове люди просто возмущены холодными батареями, там где работает Т+. А Т+ ленитых людей говорят, что они нарастили у себя дома дополнительные секции, поэтому, собственно, батарея не греет. Посмотрите, как работает Т+ в Саратовской области. Там губернатор требовал привлечь уже Т+, и еще одного концессионера к ответственности за аварию и ненадлежащие меры, когда без услуг жизни необходимых остались 424 тысячи человек. Это практически наш город Чебоксары. Саратов, зайдите в справочник, водитель, кто пользуется интернетом, там Т+ работает. Но посмотрите, на какие там отзывы. Там дозвониться, да и поддержка невозможно, она у них единая. И правильно здесь сказали, диспетчеры все остальные, там и службу поддержки, все вообще непонятно куда, будут из другого города, и там отвечать по какому-нибудь номеру 800, которого никогда не дозвонишься. Мы что, не знаем о том руководстве, которое, оказывается, на сегодняшний день присутствует опять в совете директоров? Ну как, после таких скандалов, я, конечно, понимаю, что у нас института репутации нет на сегодняшний день в Российской Федерации вообще, и в Чувашской Республике в частности. Ну это же просто глупо. И люди, которые давали взятки под $1 миллиард рублей в сфере, да, сегодня опять находятся в совете директоров. Ну как же это так? Я понимаю, что все эти проблемы есть, и я понимаю, что сейчас нам готовы пообещать любые золотые горы, но абсолютно в них не верю, и у меня еще очень много, конечно, чего хочется сказать, но регламент мне не позволяет. Поэтому, ну давайте еще пару. Возвращаясь к бездействию властей и жалобами, денег нет, придется все отдать в концессию, хочется спросить, а где ваша мощная диверсификация, уважаемая власть? Почему же, раз все здесь прогнило и развалилось, федералы не окажут помощь нашему региону? Мы же такие молодцы. Мы в Чувашской Республике обслуживаем очень четко государственный долг, мы постоянно сокращаем. Мы даем рейтинг на любые выборы уже 80%. Кстати, недавно пензенский губернатор, у него было больше 80% на последних выборах. И чем он сейчас заканчивает, мы все прекрасно знаем. А у них, кстати, тоже Пензе прекрасно работает как тут. И сейчас вы нам все это обещаете. Но подумайте, неужели мы так много просим от нашего сегодняшнего государства, в том числе федералов, тепла и горячей воды в 2021 году? Где же наши сенаторы? Ни одного сегодня здесь нет. Где наши депутаты Государственной Думы? Ни одного сегодня здесь нет. Вот пусть они в Государственной Думе при рассмотрении следующего бюджета и бьют там колокола и говорят, что в Чувашской Республике, к сожалению, мы своими собственными руками за последние 25 лет довели коммунальные сети до такой беды, до такого состояния, что сегодня готовы вот так его отдать просто по обещаниям славы. И хотелось бы... Вот теперь время. Да. А вот теперь мне нужно буквально 30 секунд. Заканчиваю, как житель города, как депутат Госсовета. Руководитель фракции ЛДПР. Мы выступаем резко против этой инициативы. Власть уже наступала на грабли с коммунальными технологиями.
там дополнительную нагрузку, избирательный выбор, где облагораживать какую-то территорию. Вот этот вопрос нужно поставить на выборах, чтобы люди высказались. Да, нет. А если за 1000 человек профсоюз отвечает, который работает в предприятии, я думаю, там ожидания будут ответ. И в конце маленькая притча, она займет 5 секунд. Подготовки проекта самого соглашения и обсуждения его параметров, условий и так далее. Конечно, надо учесть все предложения и все предложения по дискуссиям, которые были до этого, сегодня и еще будут. И еще раз посмотреть все условия этого договора, этого соглашения. И прежде всего, конечно, вопросы, как говорится, и тарифных соглашений, и действия регулятора в лице правительства Чувашской Республики, администрации города, и соответствующий контроль. Здесь два предложения есть такие. Конечно, сейчас тоже прозвучало, значит, о том, что строители обеспокоены тем, что условия по подключению могут быть иными. Мы на самом деле много потерпели всяких неудобств, мягко говоря, коммунальных технологий. Я думаю, что администрация города надо эти условия тоже записать и в случае принятия соглашения о уменьшении всяких бюрократических процедур и иных, так сказать, условий по техническому присоединению объектов и застройщиков, а также по проектам школ, детских садов, которые сооружаются по нацпроектам. Потому что это будет приводить к удорожанию в целом объекте, соответственно, бюджетным расходам. Вот. И здесь еще одно предложение, которое здесь, так сказать, обеспокоит работники мультипласити. Мне кажется, что мультипласити могут работать на подряде или, так сказать, участвовать в этом так называемом хозяйственном способе по ремонту тех же тепловых сетей в таком же объеме, те же 40 километров, и тем самым сохранить и кадровый потенциал, и какие-то базовые с точки зрения ремонта, ремонта тепловых сетей, знания и прочее. В том числе можно и образовать некое, так сказать, группу, что ли, по контролю за реализацией этого проекта, за ремонтами, за, в том числе, источников техпоснабжения и так далее, за проектированием, потому что кто должен заниматься это контролировать, какая структура администрации города должна быть. Поэтому я думаю, что с учетом всех высказываний и будущих, и нынешних, надо идти в оформление этого соглашения, потому что, как мы видим, данные очевидно достоверные, и альтернативы такой нет, более нет компаний, которые могли бы это делать. Вот такие предложения, пожалуйста, прошу учесть. В целом, у меня на самом деле очень коротко, и достаточно много программ по городу реализовано при привлечении частных инвесторов, при привлечении в целом инвестиций. Из активных домохозяев, группы прибывших на мероприятия, не авторитетов, принятия решения, даже много вопросов, кстати. Спасибо. Хочу высказать свое неуверенность в том, что решение концессии правильное. Господин Филиппов выступал, говорил, что у нас в городе сейчас мало денег, что ситуация такая, что мы все в минусе. Но мне кажется, это все-таки не повод уходить в фанат капитализм. Все-таки, мне кажется, у нас есть какие-то силы. Все-таки в Конституции написано, что Россия это социальное государство. То есть нам нужно либо отказываться изначально, но если мы все вместе будем меньше платить налогов, но вот зато будут у нас сильные корпорации, которые нам будут воду давать, электричество, никакого надежды государства не будет. Либо давайте государство будет социальным, мы будем платить много налогов. Потому что изначально, когда был такой, условный контракт между гражданами России и властью, все-таки подразумевалось, что государство социальное. По поводу благотворительности, но я, правда, я не верю в это. Кажется, не верю в это.
не нужно сомневаться, да, значит, в том, что вы в чем-то не понимаете. Если вы все понимаете, если вы специалист, то тогда могли бы сказать. Но то, что сегодня на сегодняшний день не специалист в этой области, писать, пожалуйста. Значит, правильно было сказано в последнем выражении товарищей. Я господином не был, не стану и не буду господином. Поэтому я товарищем останусь для всех здесь сидящих и для всех городов. Поэтому ни олигархи, никто на сегодняшний день не собирается кого-либо или покупать, или продавать. Давайте уж будем конкретными и более ответственными за свои слова. Если ничего не делать, давайте возьмите на себя ответственность. Я беру ответственность Семен Кочкин за то, что произойдет в течение нескольких лет, тепловых сетей не будет, аварийной ситуации не будет, теплоснабжения не будет, я беру на себя ответственность. Вот давайте не навязывайте, пожалуйста, на свою... Но я беру. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Владимир Филиппов озвучил в отношении почты, что он не следующий в определенных, возможно, криминальных или других формулировках. Я с 2015 года являюсь руководителем общественной организации Центра защиты прав потребителей в ЖКХ. Вот что самое интересное, в моей организации я один. И начальник, и дворник, и уборщица, и так далее. Но кое-какие терминологии, тоже мне сказали, я там юриспруденция какое-то имею отношение. Но все-таки, все, что нам представлено было на обзор присутствующей здесь публики, там 100 человек, конечно, я не вижу, здесь больше 60 депутаты, как представители, как жители города тоже присутствуют. Я считаю, что все, что нам представили, это веселые картинки. Вот эти веселые картинки нам любят втюхивать на публичных слушаниях застройщики. И это все прекрасно вижу. Вот эти веселые картинки один из способов привлечения инвестиций города Чебоксары. Это я цепочку уже выстроил и знаю, еще с 15 лет с Мамутиным говорил. Вот найдите в администрации надо оставить 2 человека, 3. Художника и программиста, и больше остальных всех выгнать. Он будет рисовать веселые картинки, и это все представлять на публичных слушаниях. И все будут голосовать, стоит это или не стоит. И такая же ситуация сейчас. Абсолютно неподготовленный сырой проект. Возможно, меня фраза вообще удивила. Благотворительная деятельность. Вам, дорогая спонсор, я им говорю, снизьте тариф, займите еще не 5 лет у вас благотворительности будет, а 5 лет и 2 месяца. Снизив тариф на 200 рублей. И участвуя в модернизации тепловых узлов. Это всего там расходы там, на 2-3 месяца в году лягут на вас. И все. Но вы этого не даете. Пока вы нам и мне лично, у меня, кроме того, что есть помещение, там индивидуально, есть на Кутовской там тоже помещение, там центральное отопление, я тоже несу время определенное по затратам. И как сказали, вот представитель Новоёрского района, там 4000 рублей, северо-западно вообще кошмар. Вообще кошмар тарифа на горячую воду, на отопление. Люди, вот людей доводят до ручки. А вот уходить в какую-то непонятную концессию, вот у нас есть живой пример, концессия мусорная, да? Заключили концессионное соглашение, и мудряки подняли в 20 раз тарифы. 20 раз тарифы побрали. И тоже так же сидели и пели, говорили, что у нас все будет шикарно. Вы угадаете мелодию, мусор будут забирать прямо с квартиры. Шаг. Деньги забирают прямо с кармана. Вот прямо с кармана. Также будут забирать деньги и вот эти веселые товарищи. Я против. Вот Александр Филиппов сказал, что ЛДПР против. Вот я единственный, может быть, обычный гражданин, который, как бы, я против. И против вашего начальника, которого здесь нет, дядя Леша, сделал. Серьезное соглашение до 45-го года. Вам как, сделал? Нет? Развалили коммунальные технологии, Путин не вернет, нет?